Продолжаем эфир телеканала выпуском новостей. В студии Василий Раченко. Здравствуйте. Смотрите в программе. Минздрав Якутии разъяснил, кому положены бесплатные лекарства от COVID-19. МВД определит перечень дорог, где будет проводиться практический экзамен на права. Новые правила вступят в силу уже весной следующего года. Слово «самоизоляция» стало самым популярным в 2020-м. Лингвисты проекта «Слова года» составили рейтинг великого и могучего. В рамках Дней Дальнего Востока в Москве прошла презентация инвестиционных проектов Якутии. При участии агентства по привлечению инвестиций и поддержке экспорта подписано соглашение о поставке 150 тысяч тонн сжиженного природного газа в Китай. Проект реализуется якутской компанией СПГ на базе малотоннажного завода мощностью 15 тысяч тонн в год. Он был запущен в 2014 году на территории Мегино-Кангаласского района. СПГ имеет опыт поставки сжиженного природного газа в Монголию. Первая поставка объемом в 34 тонны была произведена в октябре прошлого года. В планах компании строительство среднетоннажного завода и расширение производства до 530 тысяч тонн в год. Реализация проекта пройдет в 3 этапа с привлечением инвесторов. Вот год назад здесь такие же дни Якутии мы проводили здесь встречи и провели переговоры с китайскими компаниями. Вчера мы подписали контракт, что мы им будем поставлять 150 тысяч тонн СПГ в год. Мы на себя берем обязательство построить завод уже не на 20 тысяч тонн в год, но это порядка 2 тонны в час. А там будет вырабатывать значительно больше, и мы будем отгружать Китай. В Якутии будет создана полноценная отрасль. Мы зайдем на рынок переработки газа уже со среднетоннажным проектом. В ближайшее время будет запущена программа перевода сельскохозяйственной техники на СПГ и пилотная программа по переводу котельной с села Качекацы. Теперь об эпидобстановке. 205 новых случаев COVID-19, в том числе 29 носителей, выявили в Якутии за минувшие сутки. Согласно информации оперативного штаба, Якутск 96 заболевших, Нерюнгринский район 14, Алданский 12, Мегино-Кангаласский 11, Мирнинский 9 случаев. Горные и Татинские районы по 8 случаев, Амгинский 7, Кобяйский 5, во многих других районах от 1 до 4 заболевших. Министр здравоохранения Елена Борисова в ходе брифинга сегодня также прокомментировала ситуацию с бесплатными лекарствами и рассказала о том, кому они положены. Республика наша, и мы уже неоднократно об этом говорили, с августа месяца начала как раз-таки реализацию лекарственных препаратов, доставку для амбулаторных пациентов. Уже сегодня 126 миллионов затрачено на лекарственные средства, из них 36,5 миллионов – это федеральные средства, которые полностью реализованы. Свыше 11 тысяч человек уже получили лекарственные препараты при лечении. Хотелось еще раз подчеркнуть, что очень много у нас обращений возникает. Данная программа не предусматривает возмещение лекарственных препаратов либо средств, затраченных на них, если вы уже переболели. Препараты даются только на период заболевания, именно в тот момент, когда идет реализация тех или иных направлений по лекарственному обеспечению. 33 объекта здравоохранения на сумму 1 миллиард рублей построено в Якутии за минувшие 2 года. Поставлено 174 аппарата ИВЛ, 8 кислородных станций, более 100 кислородных концентраторов и другое оборудование. Это реализовали в рамках региональной программы по модернизации первичного звена здравоохранения, которую республика защитила одной из первых на Дальнем Востоке. В целом до 2025 года будет направлено почти 13 миллиардов рублей. Планируется закупить более 380 единиц медоборудования, 248 автомобилей, произвести капремонт 78 зданий и строительство 73 объектов здравоохранения. В этом году мы открыли 4 центра амбулаторной онкологической помощи. Это Вилюйске, Покровске, Ленске и недавно открылось село Люпинске. До 2024 года мы должны еще 5 открыть. Также построено и введено в эксплуатацию 9 фельдшерско-акушерских пунктов, еще 9 они на стадии завершения, и скоро начнутся процедуры лицензирования.
Переболевших коронавирусом школьников Якутска приглашают на очную смену в Сосновый Бор. По словам пресс-секретаря Центра отдыха и оздоровления детей в Якутске Марии Аргуновой, вторую очную смену запланировали с 22 по 28 декабря. Сейчас идет запись желающих, она будет бесплатной и 14-дневной. Всего на вторую смену наберут 80 детей. Организаторы разработали специальную программу реабилитации, которая включает дыхательную гимнастику, кинезиотерапию, кислородную терапию, галотерапию и многое другое. К другим новостям. МВД определит перечень дорог, где будет проводиться практический экзамен на права. Экзаменационные маршруты с заранее определенной последовательностью поворотов и разворотов из практического экзамена будут исключены. Такие меры примут в соответствии со вступающими в силу с 1 апреля 2021 года изменениями. В целом, новый административный регламент на получение водительских прав не предусматривает изменений процедуры проведения теоретической части. Слово «самоизоляция» стало самым популярным в 2020 году. Свой рейтинг составили лингвисты проекта «Слова года» Государственного института русского языка имени Пушкина. Правда, использовалось оно в новом значении. Какие слова еще чаще всего использовали россияне и как пандемия повлияла на язык, разбиралась Олеся Васева. Одиннадцатиклассники сегодня изучают новую тему, сосредоточенно вглядываются в учебники. В них все по классике. Еще неизвестно, когда очередное поколение учащихся встретит здесь слова, которые прочно вошли в обиход в этом году. Для меня в этом году стали новые слова, такие как эпидемия, коронавирус и карантин, которые часто употребляются в нашем обиходе. Слова, они всегда были как-то более-менее на слуху, но на практике именно пандемия, карантин, дистанционное обучение – это все стало чем-то новым опытом. Ну, на самом деле, в мой обиход вошло всего пару слов, но это пандемия, дистанционное обучение. Это что запомнилось детям. У взрослых удаленка, локдаун и самоизоляция. Рейтинг составили лингвисты Государственного института русского языка имени Пушкина. Слово «самоизоляция» в этом году показало рост популярности более чем в 10 раз. На втором месте – обнуление. В 2020 году на обновление языка повлияли поправки в Конституцию и пандемия коронавируса. Потрясения разного рода, экономические, политические, вот в нашем случае эпидемиологические, они влияют на, наверное, сложно сказать, на постоянное ли, но на временное точно состояние языка. Но эпохи проходят, часть таких слов утрачивается совершенно в активном запасе носителя языка и уходит в пассив. Часть лексики переходит в профессиональную сферу. Половина популярных слов этого года давно есть в словарях. Например, та же самая самоизоляция есть в словаре синонимов, но означает немного другое – политическое направление, невмешательство в дела иных государств. Появится ли в словаре новое значение этого слова, узнаем через несколько лет. Чтобы слово попало в словарь, оно должно прочно войти в обиход. В этом году в орфографический словарь Института русского языка имени Виноградова вписали 675 новых слов. Свой словарь институт переиздает раз в 5-7 лет. Новое обновление произошло всего через 2 года после прошлого. Это те слова, без которых в повседневном общении уже нельзя, пусть они изначально и были чужды русскому языку. Этому явлению посвятили большую статью в российской газете. Знаю, что многие, кто с трепетом относится к языковым нормам, к речевой культуре, к речевому этикету, вздрогнули. Но словарь — это национальный корпус. Сюда собирается часто встречающиеся из всего массива текстов, которые выходят на русском. Это и СМИ, и переписка в сети, и специальная лексика. Зато мы теперь точно знаем, что слова онлайн, промокод или флешмоб пишутся без дефиса. Новые слова рождаются постоянно, но за полгода пандемии их возникло намного больше, чем за тот же период при обычном течении жизни. Пожалуй, откроем словари лет через 5 и посмотрим, чем жил мир все эти годы. Олеся Васева, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край». Творческая команда фильма «Тыгын Дархан» встретилась с представителями Министерства культуры и творческой интеллигенции Якутии. Они поделились мыслями и эмоциями после недавнего триумфа на фестивале исторических картин «Вече». Фильм Никиты Аржакова получил специальный приз от президента фестиваля Светланы Дружининой.
Также главный приз за лучшую мужскую роль вручили исполнителю Тыгына Нюргуну Бечиген и отметили работу оператора фильма Юрия Бережного. Напомним, фильм «Тыгын Дархан» открывал конкурсную программу фестиваля и был тепло встречен как зрителями, так и членами жюри. Во время вручения приза Светлана Дружинина отметила высокий профессионализм всей команды, работавшей над фильмом, и пожелала, чтобы российское кино держало тот же уровень, на котором сейчас находится якутское кинопроизводство. Мы не снимали для фестиваля, и если это кино, приглашать и на фестивале, это только радует. Но для меня лично это, конечно, большое событие, потому что это как результат наших трудов, съемочной группы, всего нашего народа и республики. Сегодня в Мирнинском театре состоится премьера спектакля «Свой путь». Автор пьесы Ярослава Пулинович. Режиссером-постановщиком выступил Артем Галушин. Идея спектакля зародилась в режиссерской лаборатории «Театр в поле» в прошлом году. Сюжет основан на реальных событиях. По словам авторов, из легкой, почти комичной истории получилась глубокая идея, затрагивающая историю страны. Спектакль идет без антракта. Длительность 1,5 часа, стоимость билета 1000 рублей. У нас приглашенный режиссер, да, он, в принципе, не один спектакль уже ставил, режиссерская такая версия. Ну, это очень интересный взгляд на современную жизнь, да, на современное общество, да, на современное отношение к семье, к отношениям. И очень сильно такая очень сильная параллель с современным миром. Там, ну, это надо смотреть. Зимний кунг-фу. Панда московского зоопарка атаковала снеговика, оказавшегося в вольере. Восточный медведь разрушил фигурку, а затем принялся поедать ветки и морковку, которые были частью снеговика. После перекуса панда начала резвиться в снегу и продолжила бороться с противником. На этом пока все. Не забывайте носить маски, дезинфицировать руки и держать социальную дистанцию. Спасибо за внимание. До свидания.